О, талантик. Ребята, мы возле реки гуляем. Сегодня 1 июля 2018 года. И вышли на прогулку. Хочу... Найда опять уже валяется в луже. Шубу меняет. Валяется. Вот для этого и ради этого я выпустил собак. Пускай гуляют. Наслаждаются. Она даже не в речку зашла, а вот в лужу. Там в луже теплая вода. Хорошо ей. И шерсть меняет там, чтобы старый шерсть выпал быстрее. Я сегодня схожу с ними на прогулку на тот берег. Сейчас переправимся на лодке и погуляем на том берегу. Ну что у нас? У нас изменения. Вон, смотрите, уже делают мост. Там 1 или 2 пролета осталось. Вчера кран у них когда поломка случилась и не закончили. А в принципе сегодня или завтра мост будет уже готовым. Все, переправа в этом году опять будет. Будем ездить на машине, на мотике за ягодами. Мост есть. Не знаю, как будет в будущем году. А в этом году и, я вам скажу, быстро сделали. Значит, мост нужен. Потому что бывает 10 дней делают, а в этом году как будто быстрее закончили. Давно уже у речки я не был. Вот. А сегодня уже смотрю, там почти все готово. Такие дела. План тоже гуляет. Своим. Ветер северный поднимается. Ветер северный. Уйди. 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 Грязно, ты будешь еще на меня, брызгать. Так, пускай валяется. Сейчас за речку переправимся. Пусть сама поплывет. Хорошо, ей нравится вода. Любит в воде болтыхаться. А второй еще, молодой еще как-то не решается. Смотри, какая ванна получает. Ошейник надо снять. Ошейник надо снять. Так. Ну, ошейник я надел, чтобы на огород не залезла. За ошейник схватил и повел, как его, за ошейник держа. Короче, за забор вынес ее. Фулан такой маленький, возле Айды еще. Вон там лодки маленькие, оттуда я лодку возьму. Потому что у меня у самого высоко вон там, вон моя лодка, вон лежит. А на часик я схожу в поход, по ягоде погуляем, заодно будет знакомиться с тайгой, Туланчик. Давно уже не были в тайге, сейчас все выкладывал таежную жизнь свою, видео закончилось. Так, ну что? Так, сейчас я позвоню, наверное, хозяину этой маленькой лодки и возьму у него. Возьму эту маленькую лодку и переправимся. Так, или на этом можно, в принципе, больше лодка. Сейчас уже точно никуда он не пойдет. Ну да, сейчас будем думать, на какой лодке переправиться. А свою спускать не буду пока. Короче, эта лодка у соседа. Сейчас позвонил. Он сонным голосом ответил, что можно взять и переправиться. Так вот. Так, и даже весло у него тут. Но весло у меня с собой. Свое весло есть. Не люблю я, вот, скажем, без спроса брать, потому что вдруг охотник там возьмешь лодку, а там охотник придет тоже. Ему надо куда-то ехать, и лодка на другом берегу. Зачастую любят другие делать такой, лодку без спроса берут, а в то время охотник теряет. Лодка на другом берегу, приходится через мост там круг сделать, чтобы за лодкой сходить.
Но у нас вот, скажем, одно село, а люди разные. Вот мост, скажем, выше моста, здесь все, вот как видим, свободно. Лодки лежат, моторки вон стоят, и ни у кого не лодки не привязаны замком, голуби. А, скажем, если сходить за ниже моста, там уже вообще другие законы. Там вот друг у друга все берут, воруют. Какие-то люди странные, интересные. У всех лодки на замке. Берут, замки ломают, блин. Я не знаю, какие там, по каким правилам они живут. Вроде односельчане, а крадут друг у друга. Ну, взял ты лодку, обратно принеси. Или перед тем, как, скажем, переправиться на тот берег, там спросил, никто не откажет. Скажем, если у меня спросят там переправиться на тот берег лодку, буду отказывать разве? Друг другу помогаем мы здесь, а ниже моста уже там, уже, как и говорил, вообще другие законы. Лодки, вот такие маленькие лодки возьмут, и даже некоторые конца ни края, не находят. Они лодку берут, по своим делам увозят и обратно на место. О, Тула, давай. Тулан сел, молодец, Тулан сел. Это даже очень хорошо. Ладно, я буду переправляться. Была бы экшн камера, конечно, можно было бы снимать, как будет себя вести, может прыгнет тут мелко, или вообще с лодкой спрыгнет. Вот смотрите, какая мелко, чистая вода, а там уже глубина. Эта река людоед. Не думайте, что это хорошая река, там спокойная. Каждый год отнимает у человека, каждый год, короче. О, запуталась. Тут-то глубоко, ребят. Тула. Блин, сиди. Лодка незнакома, не знаю. Как-то выйди. Айда, хоп. Сама поплывет. Здесь глубина веслы еще достает. Уже 2 случая в этом году тоже было у нас. Чуть не утонули люди. Но пока все нормально. Ладно, будем переправляться вон на то место, где на буране поднимаемся. Короче, шатается лодка. Не своя, незнакомая. В общем, плывем. Айда поплыла. Мы почти доехали сейчас. Включил там поснимать. Айдуха. Айдуха знает свое дело. Айда. Молодец. Тулан тоже. Думаю, что там, какие звуки, вон трава для спиннинга. Спиннинговать, если здесь это место, сколько травы. Короче, переплыла быстрее нас. Тулан тоже внимательно смотрит, но не решается прыгнуть ничего. А я воду никогда в жизни не буду выкидывать собаку ради того, чтобы научился плавать. Это сам должен все это, эти уроки узнать, как заплывать в воду, как переправиться. В общем, самая жизнь пусть учит собаку. Помазался антикомарином. Куча комаров, ребята, у нас. Очень много. Не миллионы, а миллиарды. Так, а насчет клещей. Очень много вопросов было тоже. Есть или нет у нас клещей. Но на этот вопрос я не могу ответить. Потому что, у нас случаев еще не было укусов клещей, где вот я живу. А по коме, вот сейчас в интернете где-то прочитал, там 300 с лишним укусов было. 400 укусов еще не было. В южной стороне коми, наверное, больше клещей. Но они не энцефалитные, или как правильно, не заразные вообще.
Да. В тайгу зайдешь, сразу аллергия начинается, нос задувает, там запах всей этой травы, кустов. Вообще классно так. Жалко, пауэрбанк не взял, блин. Надеюсь. Ну, часик можно поснимать, поснимаем. Сходим где-то пару часов погуляем. Часа 2-3. Сегодня также, ну, вкратце буду вспоминать на некоторые вопросы, может, буду отвечать. И тоже спрашивали, вчерашний комментарий прочитал, там какая погода у нас. Погода вообще класс. Некоторые загорают. Ну, ветер, конечно, тоже прохладный, хоть и лето, но температура поднималась до 35 где-то. Вот. Тепло, непривычно. Я уж думал, не удастся, блин, без одежды походить. Так все, дожди, холод, а потом резко все потеплело. Ну, перед тем, как я поехал в Москву, там уже потепление пришло. А в Москве там 37, была вообще жара. Вот так. Съездили-то есть по своим делам. Также спрашивали, когда в следующий раз, в какую поездку. Но мы пока не знаю. Вот так. Сейчас уже через 5 дней будем собирать веники, будем мыться. Вчера тоже... Ну, вчера на огороде мы работали. На огороде и жарко тоже было. Ну, эти, как его, сорняки мы, в общем, убирали, вычищали. И после работы затопили баню, попарились. И выспался конкретно. А вот 6 числа уже будем мыться новыми вениками. Вообще класс. Раньше этим, конечно, некоторые моются и раньше парятся новыми вениками. Но у нас правила такие вот. 6 перед Иванов день или что там. Ох, хорошо. Такие подсады вот вырастают, там они свежие деревья. Природа сама сеет тут. Все, ягель пошла. И этот ягель у нас где-то протяженностью 50-60 километров. Вот такие ягелевые места. Очень много тайги с такими ягелями. Именно заречье. А там, где я охочусь, там уже в основном елки, береза. Но такого места такие где-то с 2 километра такие участки попадаются, где вот яголя. Основной ягель заречье. Вот так. Ну все, будем гулять тут по этим тропинкам. Чтобы смотреть за грибами рано. Грибов вообще нету. РП5 показывает сегодня уже вечером будут дожди. Сегодня вечером с 3 часов дождь будет. Потом будет послезавтра нормальная погода, а дальше уже опять дождь. Ну, где-то вот в середине июля уже первые грибы будем собирать. Эти красноголовики. Вот такие делишки. Ну, все, ну, так потихоньку гуляет, но далеко не отходит. Так вот. Пусть привыкает. Где-то бурундук, ребята, вон, Айда побежала. Ну, Тулан как-то еще ничего не понимает. Ну, это старые завалы от пилорамы, там горбыли сюда еще кидали. Вот здесь бурундуки любят. Вот
живут они. Здесь избушки их не, наверное. Айда чувствует. Тут уже пилорама. Угу. Ну, этим баловаться не будем. Конечно. Не любитель, когда собаки этими бурундуками, белками возятся. Только время теряешь, бывает, ты где-то уже с полкилометра на лай собаки идешь, а там белка сидит. 50 рублей. Нафиг он нужен? Собака должна лаять или боровую дичь, или куницу. А белки они второстепенные, или как. Это уже второй вариант, который для охоты там дичь. Копейка они стоят. Туда он ходит, парнишка-то привыкает. Но больше 20 метров не отходит. Да я это так, всегда под глазами. Редко когда я его теряю, всегда рядом. И сейчас вот куда идем, там вот этот хозяин лодки, который сейчас переплывали на маленькой лодке, туда он в ту сторону ходил, и там, говорит, медведь тоже живет, но не крупный. Фу. Тоже, говорит, копается, там, наверное, личинки майских жуков ищет. Здесь болото, тоже сходим, на болото спустимся, посмотрим. И личинки собирает, в общем, кормится, не знаю, на это место увидим, нет, но там еще будем ходить. И весной тоже вот так слухи пошли, что возле хоздвора там тоже медвежонок небольшой, где-то с размером собаки, говорит, каждый раз выходит на поле или здесь спуститься. Давай сходим на болото, морожку посмотрим, как дела с морожками там. Так, ну что тут? Так. Ну что мы видим? Пока ни хрена не видим. Пока ничего не видно. Обычно здесь народ тоже собирает морожку, но может не на то место зашел. Но вот здесь напрямик пойдем. Все равно нам туда идти. Солнце с правой стороны, а мы прямо, и получится срежем даже. Хотел я там идти через лес, а здесь срежем. Ну что тут? Ой, блин. Прошлогодняя клюква. Мороз сколько. Прошлогодняя клюква, и все. Что-то не густо здесь. Хотя люди говорят, что ягод очень много в этом году будет. Но вот все равно, вот ты зайдешь хоть на большую тундру, там не везде ведь они растут, но цветят там, цветут такие ягоды, морожки. Тоже надо знать места. Вот на первой избушке я уже знаю, вот где точно растут, но есть эти ягоды, и я пойду, я 100% найду. Хоть еще, хоть в любой год, но ягоду я это найду, потому что я знаю эти уголки, что на этом берегу, что на другом. Короче, а здесь, здесь обычно городские на это болото заходят, старушки, которые далеко не могут идти на таких болотах, и они любят собирать ягоды. Но, если честно, ничего я не нашел. Почему-то. Может там, где вот больше там леса.
Но туда заходить не будем. Не хочется. Ну да, что-то нема. Вот так вот. Ну ладно, если найду, включусь. Вон с того угла, короче, срезали мы, ну, напрямик пришли. Круг такой можно было по дороге сделать, а мы напрямик. И ни одной ягодки я не увидел что-то. Здесь вон такая гора, ягель. И вроде кусты, вот эти кусты морожки. И запах, я чувствую от запаха этот. Такое место, что ягоды должно быть. Опять ведь забыл этот кустарник. Не можжевельника этот, блядь. Вот забыл еще. Вот из головы вот вылетает. Хоть ты убей, что вот не помню. И вот из вот этих кустарников тоже вот такой запах. Керчь. Как же он, блин? Керчь. У нас керчь называема. Нет, я, наверное, никогда не запомню это кустарник. Да? Было. Быстрее, наверное, подписчики запомнят слово керчь, растущее на болотах, чем я, блин, на русском. Вот такие делишки. Короче, вот один куст. Еле-еле. Вон. Это вот морожка. Только что даже они начинают только цвести. Ну, как бы не цвести, отцвели уже, а вон, я, ну-ка, играю такие, блин, охламоны. Ай да, муна ищи. Вот эти кусты, короче, морожки, вот такие они, не раскрывшиеся еще. Хотя уже время, ну, где-то полмесяца запоздало у нас. Все, идет. И, походу, из-за этого еще... Из-за этого и мы не видим ягоды. Но в принципе есть они, вон. Тоже вон ягода. А когда они начнут краснеть, желтыми становятся, они издалека можно их увидеть. Вон, да, здесь много их. Вижу, все. Видно, что есть. И как я понял, они возле самого окраина болота, где меньше солнца. Но это место с восточной стороны. Конечно, солнце повернет, там будет жарить там, блин, еще как. Но все равно, где вот такие кусты, вот где плодовитые, или как же, плодовитые, или где вот все равно. Если один год ты увидел морожку, значит и в следующем году также они будут. Они в основном, да, здесь много их. Много. Но они только что отцвели. И даже, может, пустоцветы здесь. Вон, этот цвет. Цветы морожки. Вон. А тут что-то выпали цветы, а ягоды вообще нету. Пустоцветы, как будто я смотрю. Все, кружить здесь больше не буду. Немножко поснимал, вот, показал. Цветки. Вон, это цвет морожки. Только что цветет, блин. Июль месяц. Обычно уже должны они красными быть. Где-то числах 10-го, нет, обманываю, 15-го уже собрали мы морожку. А в этом году, наверное, до конца июля морожка еще не поспеет. Такая гора. Тропинка, вон везде кругом тропинка. Здесь любят белые грибы собирать люди. Хорошо. Вообще классный поход. Отдыхаешь в лесу, когда ходишь. Многие мечтают тоже побыть в тайге. Но у нас один минус. Тайга красивая, чистая. Да летом минус этот комары. Очень много их. Ужасно много. Никакого удовольствия от этого не получаешь, от похода. Тело не отдыхает. Домой придешь, там все тело зудит. Воняешь антикомарином. И сейчас в продаже толковых антикомаринов нету. Комарекс более-менее было, и то сейчас перестали выпускать.
одну херню продают, которая не действует. Делают за границей, а наши коми комаров они не видели, какие злые. Вот так вот, москитолы эти, всякую херню продают. Фу. А раньше в лесопунктах вот продавали это, как растительное масло они. Жгучие, блин. Но зато это, как его держат, не кусают тебя. Жгучие имею в виду, вот когда ты работаешь, потеешь, и с потом они попадают в тело, но она как-то и вообще ужасно жгет. Но я бы, конечно, купил ведро такого антикомарина, чем эти москитолы. Так. Ну что, по этой тропе, наверное, пойдем. Здесь не будем идти, вот здесь пойдем. И там, думаю, наверное, спустимся к озеру, где вот окушков ловили одно время. И возле речки там круг сделаем и обратно. Это нормальный поход получится. Немалый кружок такой. Вон бегает пацанчик. Ну тут дичи ничего нету. Может белка, еночки есть, но лаять тут некого. Но все равно им прогулка-то нужна тоже. Это все время в вольере сидеть они. Как у нас говорят, надо, чтобы собаки, нет, не могу перевести. Лучше не буду говорить. Просто не могу перевести на русский. Несколько кустов черники увидел. И тут уже ягоды тоже есть. Ягоды уже вон зеленые. Потом покраснеют и потом синими становятся. Вот здесь в основном место такое, что брусника тут у нас. Брусничные места. Больше брусники. А черника, она растет, где больше елок. Больше елки, чтобы такие вот сосна с елками. А здесь в основном брусника, но все равно можно еще. Да, есть. Вон он. И думаю, в этом году черника будет. Будет. Так что останемся с компотами еще. Будем компот варить. Я люблю чернику. Больше всего из черники компот варим. 10 минут и компот готов. А клюква это уже, на любителя. Спорить не буду, на любителя. Кто-то клюкву любит, кто-то рябину, кто-то бруснику, кто-то малину. Все по-разному. А на варенье и на морс я беру всегда чернику. В морозильнике хранится хорошо. Ничего не случится. Морозильник закинул пакетики и там целый год можешь там держать. Ничего с ягодами не случится. И быстрый компот там за 10 минут и готово. Потом холодильник закинул и холодный морс получится, так копей. Вот смотрите как. Овад уже вышел. Много овада уже. Вон как летает. Сейчас уже в тайге, конечно, лосям, медведям, оленям вообще гиблое дело. Они сейчас, наверное, все возле рек. Потому что невозможно здесь. Очень много овада. Как красиво поют птицы. Сейчас спустимся вот туда. Тот ужас, короче. Здесь хорошо ходить, а там, смотрите, сколько там этих, зарослей через буреломы там до озера. Если тропинку найду, тропинка в принципе есть. Должны найти. Здесь не заблудимся. Потому что я редко здесь хожу. Когда пацаном был там, за утками еще бегал. Ходил больше, но сейчас в это место я мало хожу. В принципе, тропинка есть.
Вот по этой тропинке пойдем. Пьет воду. Вот здесь вот комары. Сейчас слышно, надеюсь, на камеру. Слышите, ребята, сколько тут? Очень много. Потому что здесь сыро. И поэтому очень много их. Зачесы вон, зачесы. Ну вот прошлой осенью мы ходили с Никитой здесь на рыбалку. На окуня. На это озеро. Ой, блин, вот это да. Ну, этот май тоже не действует, нифига. Они из-за этого кусают. Да, вспоминаю, в прошлом году как ходили. Там снег еще был, там кто-то перед нами ходил. И вот тропинка в голове еще сидит. Один раз пройдешь, там не забудешь. Все, ребята, остановился. Гиблое дело. Видите, сколько комаров? Надеюсь, слышно, что творится. Не знаю, в планах на рыбалку сходить. Как, куда сходить? Такой дурдом, блин. Вообще невозможно посидеть там с удочкой. Очень много их, этих комаров. Фу. Вот это да. Рвут прям кусками мяса. Они даже крови им мало. Рвут эти мясо. Вырывают с тела. Все жуть. О, это да. Чуть остановишься, гибель. А с удочкой надо сидеть или только днем, если когда ветер еще, ветреную погоду. А чтобы безветренную погоду сидеть, ай-яй, вот так вот. Ну, нормально. Не впервые. Всю жизнь с комарами. Фу, вот это да. Успеваю отмахиваться, если антикомарина нету, гибель. Ай-яй-яй. Вот это да. Сколько же вас? О, ну ладно. Фу. Хорошо. Такой массаж тела делают. План. Фу. Что ты там нашел? Уйди. Всякую ерунду, блин, кушаете. Так. Вот тоже вот пихта. Пихта свалила, блин. Ух.